Для сотен гостей подготовили концертные номера, народные танцы и спортивные игры. Ну и, конечно, громадные пирамиды с овощами, фруктами, свежими лепешками, белоснежным хлопком. Зрителям показали, как его собирают туркменские мастерицы, как и положено в праздник под музыку. Хлопок без преувеличения – один из стратегических товаров Туркменистана. Основа его промышленности. С полей ежегодно собирают 1 250 000 тонн растительного волокна. При этом в последние годы весь урожай перерабатывают внутри страны. Нам показали результаты труда туркменского народа на уборке урожая. Мы видим, что тут представлены самые различные фрукты, овощи, которые, может быть, в прежние времена и не производились. На торжествах в первых рядах старейшины Туркменистана. Они традиционно освещают праздник урожая. Они же стали почетными гостями новой современной конюшни на 600 животных. Ее открыли в предгорьях Капитдага. Комплекс раскинулся на территории в 15 с лишним гектаров. По случаю праздника прошли заезды ахалтекинских скакунов. Вот мы сейчас посмотрели прекрасный комплекс. Это, наверное, говорит о том, что наш братский Туркменистан очень большое внимание уделяет именно ахалтекинскому коню. И я думаю, это очень важно. Скачки – одна из любимых традиций туркмен. Сегодня мы со старейшинами прибыли на праздник урожая. Специально приехали из Марийского вилаята. Состязания очень зрелищны, не передать словами. В каждом из 5 забегов участвовали до 10 лошадей. Первым к финишу пришел скакун по кличке Гутлыхан. Для победы ему понадобилось чуть больше 2 минут. Своему наезднику Гутлыхан принес приз – 100 000 манатов. Это почти 2,5 миллиона рублей. Это моя первая большая победа на сегодняшний день. Я очень рад и немножко волнуюсь. Очень сложно было, соперники были хорошо подготовлены, но нам удалось их опередить. Ахалтекинский скакун – еще один символ страны, бренд Туркменистана. Он изображен на гербе страны, на одной из банкнот. В столице и регионах стоит множество памятников благородному коню. Сейчас во всем мире не больше 10 000 ахалтекинских скакунов. При этом Туркменистан по-прежнему главный хранитель благородной породы. Вадим Акентьев, Мир 24, Туркменистан.